И вот это все, это называется Анастасьевка. Сейчас собирает на спорт. Я не отдыхал. Матч состоится в любую погоду. Здравствуйте! Вы смотрите программу «Один день сы» на телеканале ГРТ. Это пилотный выпуск, и мы находимся на стадионе города Камрад. Главным персонажем и главным героем первого выпуска не случайно стал первый открыватель гагаузского телевидения Илья Анастасов. Илья Ильич Анастасов свой день начинает и заканчивает непременно на стадионе. И неважно, на этом, либо на том, который находится позади нас. Илья Ильич, доброе утро! Доброе утро! О спорт и жизнь? Ну, как бы, это уже требование организма. Без этого уже он не может. Ну, пока я двигаюсь, пока хорошо, нормально это дается мне, то это как такая потребность, как воду пить, как перекусить что-нибудь. Да, поэтому я очень рад, что у меня получается это. И я начинаю и заканчиваю, можно сказать, спортом на стадионе. И чувствую как бы какой-то такой прилив сил потом. И прилив энергии. Илья Ильич, скажите, пожалуйста, а есть ли у вас утренние ритуалы? Выспаться. Это один из, считаю, что очень важный. А для этого надо раньше ложиться спать. 7 часов, 8 часов нужно как бы организму, чтобы выспаться. Это очень важно. Ну, потом как бы какой-то легкий завтрак. Вот это единение с природой дает вам какой-то заряд бодрости на весь день? Сейчас как бы я больше ищу в творчество какое-то такое. То есть я обдумываю свои проекты, думаю, там где-то там что-то не получается, вот как, почему там. И вот именно на природе. Я вообще-то где-то даже это читал у японцев, что вот у них, если какой-то человек у них, конструктор чего-то, что-то он конструирует, ему дают условия, и даже где-то возле озера, он даже может рыбу ловит, но он все время думает. И именно вот эти условия, они дают мысль правильную, то есть как-то с космосом, с энергией идет какой-то, так сказать, правильная мысль, правильный сигнал. Вот. Помимо бега, это кардионагрузка, всем известная, вы еще, наверное, и занимаетесь разными упражнениями, растягиваетесь. Есть ли какой-то определенный комплекс упражнений, которые вы выработали именно для себя? Да, есть. Это 50 приседаний, допустим, если перед футболом нужно обязательно, потому что там очень резкое. У нас приходили даже молодые ребята, которые занимаются боксом, там, борьбой занимаются, еще чем-то, каким-то таким серьезным спортом. Но я видел, что даже они на специфические нагрузки футбольные, они не очень готовы, потому что получается, что здесь свое у футбола. Поэтому, я вот как опытный уже, я там обязательно, потому что мы не профессионально подходим, то есть мы приходим, немножко там поговорили, поделили команды и играем. Вообще нормально, правильно, мы должны разогреться. И вот, как бы вот для того, чтобы разогреться, получается, что все-таки 50 приседаний, вот это вот у меня вот норма, она очень долгое время давала мне вот этот разогрев, который, и у меня не было проблем там сорвать мышцу какую-то, растянуть там что-то. Вот так вот. Я предлагаю продолжить нашу беседу. Здесь совсем недалеко есть прекрасное местечко у озера, и именно там мы продолжим с вами беседовать. Давайте. Мы находимся на Камрадском озере, здесь такая спокойная атмосфера. Почему именно здесь проходит часть вашего рабочего дня? Вы находите здесь какое-то единение с природой, может быть, какие-то мысли, идеи? Это единение с природой, но это еще и, если вы как бы камрадчанка, то вы знаете, что это здесь вот берег озера, теплицы, вот это все, это называется Анастасьевка. Так, в каком-то кругу как бы, да? Между собой. Да, то есть тут братья все живут, и уже как бы тут и много других семей живет, но как бы вот я как бы первый здесь был, и я как бы обосновался, потом уже привлек. И все остальные братья собрались здесь там. И здесь необычайный такой какой-то микроклимат есть свой. Вот это вот камыши,
вот само озеро. И вот это вот, иногда даже вот есть запах буркута, как бы вот это вот. И здесь вот эта площадочка небольшая. И спорт здесь, и сам воздух здесь, он вообще просто вот, потому что я на стадионе тоже приезжаю, гуляю, там тоже вот делаю там по 10-15 кругов, но там все-таки есть запах вот этого, химический запах еще, стадион новый, видимо, как бы он еще как раз испаряется хорошо сейчас, и там есть вот этот химический запах. А здесь очень чистый воздух, все располагает. И да, здесь я даже с магнитами приезжал сюда и как бы делал какие-то эти изучения, опыты там. Вот. Очень хорошая, очень интересная здесь вот погода. В смысле, вот климат, вот это все для этого. Илья Ильич, у вас есть какие-то семейные традиции? Традиции в вашей семье? Я знаю, что вы часто играете здесь в футбол, устраиваете пикники. Я вижу здесь место довольно-таки чистое, обустроенное. Вижу, что здесь бывают люди. Семейные традиции, вот что касается уже вот когда вот мы здесь обустроили все, у нас самая главная семейная традиция – это был спорт. И к спорту как бы меня Сергей Ильич и Валерий Ильич, вот они вдвоем, вот именно они вдвоем меня как бы перетянули на спорт. Потому что я до 33 лет не играл в футбол. Где-то 33 мне было. И ну как-то не до этого было как-то. Ну как-то другим там беготня была, какая-то суета. А вот после 33 как бы да, вот мы начали играть. Если честно, вот не было бы спорта, я даже не знаю, как мы собирались бы, на каком основании, ну, по какой теме или что-то. А так как вот есть спорт. И мы на спорте, допустим, я капитан команды и Валерий Ильич капитан команды. Все, мы делим команду. Там такая идет, как бы, такая азартная игра, и нужно обязательно выиграть. Это в крови Анастасовых. Позволите нам сегодня, я знаю, что у вас состоится матч, побывать и показать нашим телезрителям, как собирается ваша семья, если возможно. Хорошо. Мы хотели бы посмотреть на ваши традиции. Вечером подъезжайте. Мы обязательно приедем. Сергей Ильич Анастасов, примар города Камрад. Вот он, например, обращается к вам за советами, ведь вы его старший брат. У гагаузов есть такая традиция яклашмада, соурма, беркачлав. Да. Все согласно наших традиций. И мало этого, я еще обратил внимание, что когда эти традиции выдерживаются, как будто бы космические там небесные силы помогают еще. Когда вот бывают периоды, что они не выдерживаются, и мы начинаем замечать, что что-то пошло не так. Поэтому, конечно же, мы всегда и раньше советовались. И, ну, будучи примаром, он, конечно, больше занят сейчас. Это надо отдать должное, там очень большая работа. И он иногда приходит, я вижу, что он как бы на нервах. И мы ему даем выиграть. Ответственность. То есть на футболе выиграть. И он успокаивается там. Ну, в общем, правильная терапия. Сейчас мы направляемся в гости к Илье Анастасову. Он покажет нам сейчас новую свою разработку, которой занимается, автором которой является. Но по дороге, чтобы зря не терять время, я бы хотела спросить у вас, Илья Ильич, я знаю, что вы еще являетесь директором «Гагаузфильм». И имели такие большие, грандиозные наполеоновские планы на съемку гагаузского фильма. Как сейчас обстоят с этим дела? Да, я походил, поискал инвестиции и понял, что в эту сферу инвестиции очень тяжело пойдут, потому что в основном людей интересует как бизнес-модель инвестиции. А здесь получается как творческое, и оно непонятно, как оно сработает. Допустим, если это был бы Голливуд, то понятно, там вложили столько-то, прокат дал столько-то. А здесь это как национальная идея, чтобы, ну, не знаю, там, красивый фильм, не имеем, такой экшен, такой, чтобы можно было в разных странах. И там еще сам сценарий, он был такой национально как бы направленный в плане тюркского какого-то единения, да, российское, тюркское. У нас и с Молдавией, и с украинцами. У нас же вообще как бы гагаузские села есть практически во всем мире. Ну, допустим, там, я не знал, что там в Осетии есть гагаузские села, чисто гагаузские. Я не знал, что в Ираке они есть. Откуда узнали? Ну, к нам приезжали, с Ирака прям приезжали сюда гагаузы. И очень много дал, видимо, вот этот вот
сайты, вот, ну, общая известность. Видимо, они даже не знали, что тут в Молдавии есть гагаузы. А сейчас как бы вот мы знаем, что есть очень много. У нас в Бразилии есть. Но там не села, а просто как бы такие вот гагаузы этот самый. И вот получается так, что в принципе вот эта сама идея, она как общий такой как бы мировой, можно сказать. Вот недавно как бы, ну, по сценарию у нас есть тоже это. У нас есть, что цивилизация майя разговаривала на тюркском языке. Это цивилизация, у которой была календарь только был, там, 5000 лет. У них космический календарь только был. Это была на то время очень развитая цивилизация была. И расшифровали российские ученые. Скорее всего, что я думаю, что это тюркского происхождения. Российские ученые, которые однозначно сказали о том, что доказали вот эти вот иероглифы, которые там, они перевели все, что там на этих надписях полностью. Это оказалось, что мы говорим на руку там кол, берем колум, кол. А они говорили cool как-то, вот чуть-чуть другой. С акцентом. Чуть-чуть какой-то акцент. Но разница у нас между той цивилизацией и, допустим, сегодняшним гагаузским языком, наверное, это тысячелетия. Вот. Поэтому вот это очень интересно вообще, там по сценарию вообще очень интересно. И она такое объединяющая, она никого не обижает, но она такое объединяющее в плане того, что как бы вот кто мы такие вообще. У меня задача была вообще, как бы, чтобы снять это не просто как бы отчитаться, что вот мы сняли там гагаузский фильм, а именно снять такое, чтобы войти в мировую как бы коллекцию, как бы вот именно такое как бы на самом таком качественном уровне, высоком уровне, что было. Поэтому, если у меня получается в дальнейшем вот с этим генератором тока, если получается, то я как бы уже думаю, что финансовая часть будет обеспечена и будет снят этот фильм. А кто написал сценарий? Я. Вы сами придумали? Да, я его придумал, но мне, конечно, нужны люди, которые умеют красиво поставить слова, ну, как бы вот эти предложения, все это красиво выложить. Отредактировать? Да, то есть вот есть первая часть, ну, как бы профессионально все это сделать, чтобы этот самый... Вот, поэтому значит, у нас что получается? Что мы идем потихонечку, шаг за шагом, мы идем к тому, чтобы все-таки снять этот фильм. Илья Ильич, скажите, пожалуйста, помните ли вы, что лет 15 назад вы предлагали мне сыграть одну из ролей в этом фильме? Ну, конечно, я еще была тогда студенткой начинающей. Все в силе? Все в силе. Камера снимает. Обещанное, значит, будет. Обещанное не будем ждать 3 года, случится намного Да, раньше. постараемся, ну, чтобы нам еще силы помогли, небесные Я силы, думаю, что у вас все получится. Мы напросились в гости к Илье Анастасову. Сейчас посмотрим все его фотографии, и также он покажет нам тот самый магнит, при помощи которого можно добывать электроэнергию. Этим проектом занимается тоже сам хозяин этого дома. А здесь Леонид Доброва, такой молоденький еще. Да, такой. Да, его сын Оглан на него похож, поэтому я его знала. Мы работаем вместе с Огланом. Ну, сколько лет мне здесь? Я не знаю, может 30, может 32, 33. Не, мне кажется, здесь вы намного моложе. Ну, красавчик. Хорошо выглядишь. Да, красивая фотография. И здесь, Илья Ильич? Ну, здесь более крупно. Это в тот же день. Это в один день там мы праздновали. И, ну, Олег Малай в основном делал фотографии. Он всегда здесь, на вот этой маленькой фотографии, я нашла тоже нашего сотрудника. Это Юрий Александрович Глеков. Глеков, да. Вы с камерой? Это уже, может быть, уже девочки, которые уже бабушки, можно сказать. Потому что времени очень много локация прошло. какая? Это не Это бар винзавод. или винзавод? Нет, винзавод.
Бензовод вот за ЛПГом, то что там, и там площадочка была такая. Я вот вижу, там. что резко по дереву. Мы снимали туда, и вот Юра уже был. И ну, интересно получилось. Мы тогда транслировали по телевидению это. Семья. Давайте посмотрим. Расскажите немного о вашей семье. Значит, Я знаю, что вы многодетный отец. ну, я как бы не отдыхал, работал. Да. Сейчас вот здесь вот Юлик. Илья Ильич, давайте по возрастной категории. Если по возрастной Да. категории, Назовите тогда всех у меня своих детей. как бы есть где моя дочка самая это первенец вообще, это Надежда. Она замужем сейчас, она уже... как бы, Прекрасный человек. Я очень хорошо знаю Надежду. да. Ну, 2 внука у меня, мальчик и девочка. То есть хороший зять, мне, в общем, повезло. Кира и Павлик. Кира и Павлик, да, и автосервисы, они работают. Я И очень, вообще у них очень такой доволен. пример хорошей семьи гагаузской, кстати, я хочу сказать для наших телезрителей. Да. Речь идет о семье Кол Надежды и Кол Владислава. Да. Действительно, очень такая крепкая, красивая семья. Да, очень воспитанность, очень культура. Вообще вот мне очень нравится, когда вот я приезжаю к ним, как они встречают, как они выдерживают какие-то обычаи наши, вот даже это. То есть, а потом как бы получилось так, что первая супруга у меня, она погибла в аварии. Так это получилось. До этого сын погиб в аварии, а потом уже супруга. И встал вопрос, как бы я один остался. Ну и как бы я имел гражданский брак с Ольгой. Вот здесь вот фотография есть. У нас появилось на свет 3 ребенка. Это Лилия Ильинична Анастасова, считай. Мелисса. Это уже оба полностью взрослые уже. Лилии уже там за 20. Потому что она 2000 года. Такие красивые имена. Да, Мелисса, она уже учится в Чешневе, там, а Лилия учится в Ленинграде, в Питере, то есть. А Юлик, он уже все, вот ему 18 уже. Такой, а здесь вот, смотрите, какая фотография, какой мальчик. Такая улыбка у него. Ну, может быть, еще вернется Да. в футбол. Здесь вот Мелисса. Какой-то вопрос ей задали. Видимо, вот у нее, видишь, выражение такое, что нет, это не я. В протесте, да. Да, это не я. А вот Лилия, вот такая. Здесь она чуть младшая, а здесь она чуть взрослее уже. И после этого еще родилась у нас девочка Джессика, это самая младшая моя. Пока. Я как нигде сейчас не работаю, и у меня такой пенсионный уже возраст. Я занимаюсь, Не будем об этом. Каждый день я занимаюсь этим генератором тока, буквально в смысле. То есть я очень много изучаю материалов. Можно сказать, что как бы становишься таким профессором в этом деле, потому что без этого, без этих знаний ты не можешь что-то создать. Ты должен понимать, как это работает, почему она так, а почему не так. Допустим, вот магнитный двигатель, а какая там проблема? Я вам скажу, что очень долго я шел к этому. Сейчас мне кажется, что как я мог это не понять. То есть очень просто как бы. А вообще как бы очень долго и было непонятно, и шли по разным путям, там и не получалось. Только вот сейчас вот я вот, как рассказывал вам немножко об этом, это получилось в 2019 году. Ну, американцы тоже, они работали до этого. Турецкий магнитный двигатель раньше был создан, но он так и не запущен. Вот какие причины там. Мое мнение, что мэр Илдыс как бы такой неопытный менеджмент, потому что очень большие финансирования ему предлагали, он так он и как-то не организовался. А американцы, они в очень большой фирме, это с оборотом 15 миллиардов фирма, это очень серьезная фирма. И вот они показали в 2019 году без топлива, без никаких шумов, без нагревов, без никаких реакций, без ничего. Работает генератор тока, который выдает, в частности, у американцев там 50-киловаттный генератор тока. Вы можете нам показать что-нибудь, продемонстрировать? Ну, я могу вам показать видео, скажем, там, где вот они демонстрируют свое. Вот там увидите, там 2 больших вала, там все. Такое создать здесь мне немножко... Я не могу, потому что технически нету здесь... Но я вам, допустим, покажу то, что я, над чем я работал каким-то там. Там вот, ну, Нам видите, будет очень потому что интересно. это очень специфичные, таких вещей в других там, потому что там стоят такие
из алюминия обязательно, чтобы не магнитный материал был. И внутри стоят разных полюсаций, магниты стоят. Там такие цилиндрические, очень мощные. Вот. Но магниты, что такое магниты, наши телезрители, наверное, все знают. И вот американцы, они красавцы, они просто использовали 300 килограмм зацепления. Вот это притяжение, наверное. Да, вот это 300 килограмм мощность магнита, представляете себе? 300 килограмм, это очень мощное. Это в киловаттах. А там таких магнитов 75 штук стоит на одном валу. Это такие большие квадратные там магниты. Вот. Поэтому это работает. Сейчас я о чем? Я сейчас работаю над тем, чтобы сделать небольшой такой, миниатюрный, чтобы самому себе доказать, что я прав. Да я не для кого-то делаю. То есть я для себя делаю такой небольшой, такой тестовый, чтобы доказать, что вот идея, которую я правильно понял, вот она здесь. Алло. Илья Ильич сейчас говорит по телефону, буквально его зовут на стадион, минут на специальный матч, который будет? проводит их семья всегда на этом стадионе, и мы вместе с ним поедем туда. Илья Ильич, вот сегодня уже так довольно-таки холодно, немного морозит, прям в воздухе чувствуется приближение зимы. И вы и зимой здесь тренируетесь? Да, у Анастасовых есть такая, типа пословица. Матч состоится в любую погоду. Но она не наша пословица, но мы ее взяли в вооружение. То есть любая погода. То есть зимой, вот, допустим, снег пошел, он мокрый, а мы приходим, чистим его. Там соскрябываем все, чтобы можно было хоть как-то. И все, и играем. Потому что, когда начинаешь играть, там пар идет с тебя просто уже. И уже тебе все равно, что там мокрый снег, или погода там, или плюс 5 там. Вот. Было такое, что при минус 8 даже играли. То есть... Как вам удается собрать такую команду единомышленников, которые в любую погоду готовы с вами разделить эту игру, поучаствовать, позаниматься, побегать? Это все фамилии Анастасов, почти все. То есть, Сергей Ильич, Вадим, Валерьевич дальше идет. Валерий Валерьевич у нас есть, он вообще играл за профессиональную команду даже, он тоже играет с нами сейчас. Владимир Ильич наш молодец. То есть у нас, получается, мы здесь 4 родных брата. И у нас вот племянники Династия еще. прям. Династия прям. Вот 6 человек. Мы можем свою команду только из одних наших. Но мы так не делаем, потому что все-таки когда надо команды делать равными. То есть выбираем так, чтобы команды были примерно на уровне, чтобы было интересно, соревновательно играть. И у нас самый был вообще рекорд игры был один раз, я помню, я уже не мог, не только я, мы все выползли с поля. Мы 5 часов играли. То есть 5 часов подряд все были на поле, ни один Анастасов не ушел. Все до конца, до упора играли. Просто выползли потом. Но потом поговорили, что это много очень. Просто там поспорили чуть-чуть, что вот так и так. И вот это вот такая, вообще футбол такая, почему мне 65-й год. Я еще играю в футбол, потому что это азартная игра такая, и тебе только достаточно попасть на поле. И вот если ты попал на поле, все, ты уже все за этим мячом, все где-то чуть болит, допустим, да, но потом она проходит. Хочется отметить и для наших телезрителей, что мы никого не предупреждали о сегодняшней нашей съемке. Мы приехали сюда абсолютно спонтанно. И уже на поле было несколько человек, которые готовы были играть в футбол. Илья Ильич, скажите, пожалуйста, для вас есть ли какой-нибудь, может быть, здесь какой-нибудь, может быть, знак даже или чувство чего-то того, что можно передать по наследству, если так можно сказать? Ведь вы когда-то начинали, вы были первооткрывателем гагаузского телевидения, которое переросло потом, как сейчас оно уже называется, Гагаузия радио и телевизиону. В том, что сейчас это дело продолжает ваш племянник Вадим Валерьевич Анастасов, это, наверное, добавляет вам еще больше гордости, больше Нет, чести? это чуть даже по-другому даже я сказал бы. Дело в том, что вот он возглавляет сейчас телевидение, да, и он ответственный за нашу фамилию. То есть
дополнительная нагрузка и Он не ответственность. должен как бы опозорить нашу фамилию. То есть фамилия Анастасов должна быть, то есть он должен так работать, так справиться, так все сделать, чтобы На высшем уровне. чтобы на высшем уровне все было. И тогда как бы да, я вообще вот сам по себе, у меня натура такая, что я люблю заниматься тем, что нужно очень сейчас в обществе. Тогда я увидел, что очень нужно телевидение, потому что телевидение это глаза, голос и уши как бы народа, как бы, да. Илья Ильич у нас постоянно тот, который не пропускает ни одного занятия, ни одной тренировки и ни одних игр по мини-футболу. Он всегда в активности. Хотя уже как бы за 60, но он всегда хорошо играет в защите, хорошо пробивает по воротам и всегда активен. Дай Бог, чтобы каждый наш житель в этом возрасте также был активным и играл в футбол. Для меня это, во-первых, большая гордость, потому что мой дядя был основателем телевидения в нашей Гагаузии. Для меня это большую роль играет. Я, конечно, также хочу внести определенный вклад в развитие компании. Так как я молодой человек, хотел бы новые взгляды, новые вещи внести в компанию, чтобы компания жила и, соответственно, развивалась, для того, чтобы придут после нас следующие и могли также продолжить развитие компании, чтобы она жила. — 30 лет назад вы открыли телевидение гагаузскому народу. Спустя практически 30 лет вы открываете новые источники электроэнергии. И еще через 30 лет нам нужно ждать что-нибудь еще новое. Я не знаю еще через 30 лет, что будет, но над источником электроэнергии я работаю больше 10 лет уже. То есть я встречался с такими людьми, которые прям показывали работающий образец. Я ездил в Америку несколько раз. Там был у многих, которые конструировали все. И многие из них были, которые я увидел сразу, что она не рабочая. То есть они еще в стадии были. И вот сейчас то, что вот это вот новое, Inducton Electric компания, это абсолютно рабочий двигатель, который дает 50 киловатт мощности, не потребляет никакого топлива. Он просто спасет, так сказать, ситуацию экономическую в любом регионе, в любой стране. Его можно на горах, где хотите. Он везде работает, потому что он не требует ни подвода газа, ни света, ни ветра, ничего не требует. А если сейчас вернуться к телевидению, что тогда сподвигло вас на открытие телевидения в Гагаузе? Да, желание открыть людям доступ к информации, да, идти в ногу со временем, но все же тогда, в то время, это было мало известно всем. Откуда у вас была на тот момент эта информация? Ну вот как сейчас по электроэнергии, если сегодня какой-то специалист приедет со мной и поговорит, он не поверит в это. Он просто не поверит в это. И тогда тоже, когда я сказал, что я открою телевидение, тоже все, кто были в Гагаузской Халкы, ну, они так переглянулись, да, очень надо, но не поверили. А я тогда уже знал, что технически это возможно, и я смогу это сделать. То есть я сказал, сейчас я знаю, что это технически возможно, и просто нужно вот эту работу всю сделать. А кто был тогда среди ваших единомышленников? Ну, семья. Семья, как бы, дети. Поддерживали вас? Поддерживали, да. Вадим, он маленький был, он приходил, смотрел тогда. Ну, он ребенок был. Поэтому тот же Михаил Влах, он тоже приходил, смотрел. Они иногда начинали шуметь, я их так как бы успокаивал. Говорил, давайте вы на улице поиграете, потому что там нужна тишина. Когда первые передачи с Аней Лебедевой мы записывали у меня дома. И это было достаточно долго, потому что не было помещения, никто не верил в это. То есть люди, когда в это не верят, ты подходишь, ну как они тебе не верят? Что за телевидение? Это не может быть просто. А как вы завлекли Анну Лебедеву? Как удалось ее затянуть в этот мир телевидения? Она была безработная. Вот, и я ей предложил и работу, и зарплату. То есть я платил ей 70 рублей, тогда была зарплата. И она подумала, очень интересная работа, зарплата небольшая, но я согласен. То есть, тоже как бы во многом тоже на энтузиазме, потому что вообще на телевидении, вот кто приходил, у нас же все работают до сих пор. Только держатся, потому что любят эту работу. Как где-то даже, я даже немножко, если честно, не ожидал даже такого результата. Потому что я ожидал, что люди будут
там как-то приходить, уходить там. У нас было много людей, которые приходили, уходили, но костяк держался, и Юра Глеков, и Валентина Короляк, и очень много. Да, сейчас невозможно. Железова, да. Анна Жекова. Да, Сергей, мой куми, он первый оператором был, там он Сергей Беженарь, наверное. Беженарь, да. Ну, очень много, вообще, как бы, очень много людей приходило. И когда уже люди видели камеру, видели первый раз передачу, как бы она вышла, уже и после этого уже и помощи оказывали, как бы, допустим, там уже верили, уже знали, уже некоторые начальники бояли нас, мы тогда с Добровым ходили, переламывали общество, потому что многие чиновники, они не хотели там, ну, они не верили, он хорошо как бы зарабатывает, ему не интересует какая-то гагаузская идея там туда-сюда. И вот мы ходили, можно сказать, переламывали немножко вот эту ситуацию. Илья Ильич, еще есть у меня такой вопрос, тоже как молодого журналиста. Даже сейчас, спустя уже почти больше, чем 30 лет после того, как это телевидение основалось, люди тяжело идут на контакт. Вот тяжело. Не все дают интервью, не все готовы к этой огласке, к тому, что их увидят на телевидении, заметят, услышат их мнение. А тогда, 30 лет назад, ситуация такая же была? Нет, люди шли на контакт, люди радовались, что вот их покажут по телевизору. И телевидение было в очень большом уважении. То есть и у нас, вот если говорить демократия, сейчас очень много испортилось, потому что нужно брать лицензию. Лицензию дает организация, против которой мы могли бы что-то покритиковать. А если покритикуете, вас могут лицензии лишить. То есть тогда мы имели лицензию. Не, мы имели лицензию, но имели местную лицензию. То есть это была гагаузская лицензия, и мы как бы показывали все, что в наших как бы интересах гагаузского Мы народа. территориально зависели от себя, Да. получается. Да. Поэтому тогда это было просто сказочное состояние, и демократическое, и само техническое. И люди с большим удовольствием вообще. И они говорят, sen gördün, тебе не gösterdiler телевизор. Алды бак, тебе gösterdiler beni. То есть люди прям, вот, ну, это очень интересно было. Сейчас, конечно, снял на смартфон, сам себя посмотрел, сам себя показал. Это Сам как себя бы смонтировал, да. Сейчас нужно другое. Но я думаю, что Вадим, он имеет план, и я думаю, что вы исправите, там какие-то новые передачи будут, какие-то еще там, какие-то онлайн, не онлайн, вот бывают такие передачи очень интересные, какие-то массовые передачи какие-то, вот то, что еще не было. Ну и надо повышать качество аппаратуры, и Вадим знает, что надо делать. Но вы сейчас смотрите ГРТ? Конечно. Я поняла, Илья Ильич, что вас интересует абсолютно любая тема. Любая. И вы готовы до сих пор принимать все Да. новую и новую информацию, изучать новые и новые вершины. Да, приглашайте, будет интересно. Пригласим обязательно. Спасибо большое. Все, давайте, спасибо. А сейчас играем в футбол? Да, сейчас играем в футбол. Сейчас будет самое интересное. На часах уже 20:32, но рабочий день Ильи Анастасова еще не закончился. Матч только начался. Матч состоится в любую погоду.